Уважаемые коллеги, добрый день. Вы уже знаете, видели, да, наверное, что мы сейчас встречались с руководителями двух районов, Цумадинского и Бутлихского, и с жителями этих районов. Должен сказать, что мне было интересно поговорить с людьми, послушать их, в том числе ополченцев, которые принимали участие в событиях 99-го года, послушать их оценки того, что происходит не только на их малой родине, в их регионах, в их районах, но и в республике в целом. Ну, а сегодня предлагаю обсудить ключевые вопросы социально-экономического развития Дагестана. Что предстоит сделать для того, чтобы более эффективно задействовать потенциал региона, создать дополнительные возможности для повышения качества жизни людей. Отмечу, что в прошлом году по целому ряду направлений позитивная динамика есть. Так, промышленное производство в 2017 году увеличилось на 15,7% по сравнению с 2016 годом. При этом обрабатывающий сектор вырос еще больше, на 19,5%. Эта тенденция сохраняется и в текущем году. Но я не буду приводить общероссийские цифры, они, как вы знаете, гораздо более скромными являются. Но вопрос в том, за счет чего и в Дагестане это достигнуто. Здесь нужно быть объективными. Это прежде всего за счет заказов по линии оборонной промышленности. И нам нужно вместе, мы сейчас с Владимиром Абдуллевичем говорили об этом, подумать на тему о том, как заниматься диверсификацией производства, как делать так, чтобы оборудование, имеющееся на этих предприятиях, работало эффективно и по всем другим возможным направлениям. Неплохих показателей добились и дагестанские аграрии. Так, в прошлом году производство сельхозпродукции выросло на 5,1%. Если в среднем по стране результат хороший, это 2,4%, за предыдущие годы в среднем у нас по стране 3,4%, в Дагестане в прошлом году 5,1%. Это, в общем, это хорошо. Важно, что такие результаты оказали влияние на рост реальных доходов граждан. Вместе с тем, хочу сразу отметить, и вы это знаете не хуже, чем я, реальные доходы жителей Дагестана ниже, чем средние доходы граждан России по стране в целом. Над этим, безусловно, нужно работать, над повышением доходов дагестанцев. Особо отмечу демографическую динамику. На протяжении последних лет в Дагестане один из самых высоких в России показателей по рождаемости. Ну, что мне было приятно отметить в разговоре сегодня с жителями Ботлиха и Цумадинского района, там был главврач больницы районной, он отметил снижение, ну, собственно говоря, это по стране в целом положительное явление, снижение детской и материнской смертности. Это, конечно, то, что Дагестан здесь находится в общероссийском тренде, это очень хорошо. Это свидетельствует о том, что здесь многое делается по этому важнейшему направлению. Вместе с тем, в регионе и много проблем, и вы это тоже, уважаемые коллеги, хорошо знаете. Так, бюджет республики по-прежнему сильно зависит от дотаций и субсидий. А когда-то, и сегодня тоже на встрече об этом вспоминали, Дагестан не был дотационной территорией, не был дотационной республикой, наоборот, был даже донором в свое время. Вот надо вместе подумать, ну, это прежде всего ваша задача, но при поддержке федерального центра нужно добиться того, чтобы это состояние вернулось в Дагестан, чтобы Дагестан не был на 70% зависим от дотаций и субсидий из федерального бюджета. И дело не в том, что жалко из федерального бюджета эти деньги. Дело совсем не в этом. А дело в том, чтобы поднять собственные производственные мощности. Дело в том, чтобы создавать здесь новые рабочие и хорошо оплачиваемые, интересные новые рабочие места высокотехнологичные, чтобы вывести Дагестан и жителей Дагестана на новый уровень. Есть и долги, вы знаете, к сожалению, до сих пор, и они нарастают. Крайне сложной остается ситуация в сфере занятости. Уровень безработицы здесь заметно превышает среднероссийский, а уровень зарплат, как я уже сказал, ниже, чем в России в среднем. При этом с особыми трудностями при поиске работы сталкиваются люди либо предпенсионного возраста, либо молодые люди, молодежь. Чтобы устроиться по специальности и иметь возможность достойно обеспечивать семью, молодые дагестанцы вынуждены уезжать из республики в другие регионы России. И, конечно, одним из факторов, серьезно тормозящих развитие страны, является коррупция. Мы знаем об этом. Это не только
беда Дагестана. Мы сегодня тоже вспоминали об этом. Собственно говоря, вся страна об этом знает. С этим сталкиваются регионы и на востоке, и на западе России, и на юге, и на севере. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта болезнь тоже не обошла стороной. Но я убежден, что у республики есть все возможности, чтобы выйти на новый уровень развития. Ключевые задачи – повышение уровня реальных доходов и заработных плат граждан, создание новых рабочих мест, модернизация инфраструктуры и социальной сферы. Нужно максимально задействовать конкурентные преимущества региона. Это удобное географическое положение на пересечении международных транзитных коридоров. Это хороший климат, высокая обеспеченность энергетическими ресурсами, в том числе гидроэнергетика. Подчеркну, нужно более эффективно использовать инвестиционный потенциал республики, привлекать сюда как российских, так и зарубежных инвесторов. Тем более, что в республике немало сфер для долгосрочных капиталовложений. Среди них сельское хозяйство, пищевая, обрабатывающая промышленность, конечно, туризм. И здесь очень важно последовательно улучшать деловой климат. Отмечу, что пока у республики позиция в национальном инвестиционном рейтинге скромная. Это 69 место в 2016 году было. Нужно поддержать предпринимательскую активность. А такие способности у жителей Дагестана, конечно, есть, вы это знаете лучше, чем я. Сегодня в малом и среднем бизнесе работают тысячи дагестанцев, и важно формировать максимально благоприятные условия для создания новых компаний, фермерских, семейных хозяйств и предприятий. И, конечно, особое внимание нужно уделить решению актуальных социальных задач. Это повышение качества медицины, образования, снижение уровня безработицы и бедности. Я знаю, что Владимир Абдуалиевич и другие руководители Дагестана намерены держать эти вопросы под постоянным контролем. И хочу заверить вас, уважаемые коллеги, что со стороны федерального центра вы будете, как и прежде, получать всю необходимую поддержку в решении задач развития, как по линии министерств и ведомств, так и по государственным программам. Давайте начнем обсуждение этих вопросов, пожалуйста.